И теперь мы можем перейти, почему нужен санскрит. Почему мы занимаемся изучением и вот проектом изучения текста по джьотиш, изучения астрологии джьотиш на языке оригинала. Дело в том, что все те структуры, все те принципы, которые я рассказывал, они неразрывно связаны с языком. Неразрывно связаны с языком. Тому можно дать много примеров, много разных свидетельств. Ну, во-первых, начнем с того, что никому в голову никогда не приходило, что тексты, что вообще знание джьотиш, знание традиционной науки будет изучаться на каком-то другом языке, кроме санскрита. Здесь, конечно, нужно сделать маленькую оговорку. Не все тексты по джьотиш и по традиционной науке вообще индийская написаны на санскрите. Это так. Ну, например, есть очень известная книга «Лал-Китаб», красная книга, которая написана на хинди, и она, даже переведена на русский язык, есть версия. Есть тамильская традиция, и текст на древнетамильском и современном тамильском языке. Но, тем не менее, базовые тексты джьотиш, базовый фундамент джьотиш всегда были связаны с санскритом. И вплоть до XIX века эти тексты по этим дисциплинам создавали на санскрите. Поэтому традиционный ученый любой, в принципе, в Индии был, в общем-то, немыслим без знания языка. Это была неотъемлемая часть культуры, неотъемлемая часть жизни. И поэтому первое, с чего начинали заниматься с детьми, это, конечно же, санскрит. Ну, в соответствующих семьях в Индии до сих пор, вот на YouTube можно найти, например, чудесные ролики, когда 4-летний мальчик рецитирует словарь Маракоши. Маракоши — это такой словарь-синоним в поэтической форме, который составлен был в VI веке. Марасинха был такой автор, буддист, кстати. И вот он составил этот словарь. До сих пор его заучивают наизусть дети, и вот даже рецитация. В чем проблема этих текстов и санскрита в принципе? Дело в том, что санскрит и текст на санскрите крайне сложно перевести на другой язык. И здесь работает несколько механизмов. Ну, во-первых, как вы понимаете, чем дальше языки друг от друга находятся, друг от друга отстоят, тем сложнее сделать перевод, сохраняющий структуру текста, структуру оригинала. Даже, например, если вы читаете Паула Коэльо, лучше всего читать его на испанском языке. Почему? Ну, он на португальском пишет, и если мы с португальского на испанский очень легко перевести с сохранением грамматических структур. Поэтому Коэльо берем и спокойно читаем на испанском. А вот на другие языки уже начинается некая трансформация более сложная. И санскрит, конечно, сложно перевести на другие языки с сохранением структуры текста, потому что есть много грамматических особенностей, много специфики. Но это не самое важное. Дело в том, что для текстов по традиционной науке, по традиционной культуре, важно следующий аспект. Каждое слово в санскрите имеет три вида значений. Ну, давайте я приведу вам пример. Первое – это словарное простое значение, которое вы можете найти в словаре. Ну, возьмем такое простое слово «огонь». Так? Огонь – это на санскрите «агни». Это, кстати, действительно есть корреляты в русском языке. Огонь – это тот же «агни». И если вы возьмете словарь, там будет написано «агни» – это огонь. Но на этом дело только начинается. Потому что каждое слово в санскрите имеет определенную структуру. И по корню этой структуры мы можем сказать о его значении. И что такое агни? Слово агни образовано от корня ак. Но корень ак означает криволинейное движение. Вот такое, как движется змея. То есть агни — это тот, кто движется вот таким образом. Ну и здесь явным образом нам явлен такой вот вид пламени. То есть пламя движется вот как по криволинейной траектории, если вспомните костер. Есть другое слово для огня. Почему в санскрите так много синонимов? Ну, например, есть слово вагни.
Если вы посмотрите на Вагни в словаре, то там будет тоже огонь. Есть вопрос, в чем же отличие? А слово Вагни образовано от другого корня, от корня ваг, который означает перевозить, транспортировать, переносить. Есть такое понятие вагана. Вот у каждого божества в индийской культуре есть вагана, то есть транспортное средство. Ну, вот у Ганеши, например, это меч. Как правило, там изображается где-нибудь в иконографии, это очень интересно. И понятно, что Вагни – это переносчик жертв, переносчик, ну, как бы, это известная практика, она очень древняя, когда происходит жертвование огню, например, пищи или каких-то ну, с той идеей, с той тенденцией, что эти, как бы таким образом, эта идея жертв будет перенесена в высший план, в высшие как бы, сферы, и будет принято божествование. То есть, умеете, если у вас есть в тексте русского перевода слово «огонь», то, вообще-то говоря, большую часть смыслов санскрита вы теряете в принципе. И, наконец, есть еще третий фактор. Фактор разнообразных коррелятов в общем корпусе текстов в индийской литературе. То есть вся индийская литература, в том числе и джьотиш, это такой огромный миф, который нельзя разделить, нельзя как бы фрагментировать. И отсылки вот внутри этого большого гигантского мифа, они могут быть совершенно удивительными и разными. Я приведу вам реальный пример. Вот я сейчас в процессе подготовки текста занимаюсь переводом и разбором такого трактата на санскрите, это Бригад Параша Хурашастра. Это очень известный текст, такое фундаментальное руководство по астрологии, это очень большой объем текста, 4000 слов. И там есть очень интересные такие феномены. Например, в санскрите есть числительные. Ну, обычные, как у нас, да, там 10, там 15, там 3 и так далее. Но в тексте трактата эти числительные не употребляются. А вместо этих числительных употребляются очень странные заместители. Ну, например, там есть кусочек, где рассказано о определенных градусах, в которых планеты обретают такое высшее возвышение, экзальтацию, то, что называется запад, экзальтация. И вот эти градусы не написаны числительно, а вместо 20 написано, например, слово «ногти». Вместо пятерки написано слово «акша». «Акша» — это орган зрения. Ну и так далее. То есть там вот много таких. Есть там составные очень сложные такие конструкции, 28. Например, слово 15 записано словом «титхи». «Титхи» — это лунный день. Ну вот 15 титхи — это полмесяца. Извините, но без вах это можно сопоставить как-то и знать, что чему... Ну а если вы не знаете, что это так, то если вы читаете текст, то это просто бессмысленный код. Понимаете? То есть в чем штука? Как бы текст на санскрите, ну как бы для того, чтобы понимать текст на санскрите, нужно быть либо начитанным, либо иметь комментарий. Или к вам прийти. Либо к нам прийти, да, совершенно верно. Да. Вот, кстати, по поводу прийти к нам, вы можете действительно прийти к нам, изучать санскрит и изучать джьотиш. Курс по джьотиш будет 22 марта. А курс по санскриту у нас сделан дистантный, и поэтому можете присоединиться в любое время. Ну вот, в силу того, что группа сложно собираемая, так как-то принято решение сделать его таким вот, в такой форме. Вот, кстати, там написан сайт, поэтому вы можете его переписать и следить за новостями, подписаться на новости. И, в общем, присоединиться ко всем мероприятиям. Так, посмотрим, сколько достаточно. Есть, да? Хорошо. Да, замечательно. Да. Давайте я просто